Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Стремительный рост преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий показывает, что наряду с реальной средой преступниками все активнее используется цифровая или виртуальная среда, которая порождает новую преступную специализацию. Преступления в данной сфере разнообразны, к ним относится мошенничество, совершаемое посредством сети интернет, так и с помощью средств мобильной связи. О раскрытии и профилактике подобных преступлений мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Владимир Арбузов, заместитель министра МВД по Республике Саха-Якутия, полковник полиции. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала хочу и предлагаю поговорить о статистике за первый квартал текущего года, о чем она говорит. Статистика, к сожалению, она характеризуется определенным ухудшением в том плане, что у нас, если в прошлом году было зарегистрировано 668 преступлений, в этом году их таких преступлений с использованием телекоммуникационных технологий 776. Рост практически на 13% составляет. Из чего он состоит? Он в том числе состоит из дистанционных мошенничеств в отношении наших граждан, а также неправомерное списание денежных средств, опять же, с банковских счетов. Общая сумма ущерба, которая в этом году у нас, она несколько снизилась. Если в прошлом году было 160 миллионов, в этом году она составляет 130 миллионов. Сумма эта очень, конечно, значительная, внушительная и вызывает, опять же, у нас определенные опасения. В прошлом году наши граждане расстались за год от преступных посягательств в сфере информационно-телекоммуникационных технологий с 996 миллионами рублей. Почти миллиард. Почти миллиард. Да. Мы практически достигли этой суммы. Позапрошлом году такая сумма составляла 446. С чем это связано? Ну, это, конечно, связано с увеличением количества звонков, мошенничеств, которые звонят нашим гражданам, наверное, излишней доверчивостью наших граждан, которые попадаются на уловки мошенников. При том, что мошенники, они не связаны никакими ни нормами морали, соответственно, ни нормами права. Без разницы им кого обмануть. Либо какого-то подростка, которого они причем завлекают в игре, в которой наши дети играют, вплоть до того, что возьми у папы или у мамы телефон, возьми кредит, переведи на такой-то счет для того, чтобы ты там либо донаты, либо там какие-то там вещи купил в этой игре, до обмана наших пожилых родителей, бабушек, дедушек. Вот мы фиксируем в том числе и 90-летних стариков, которых обманывают. Также звонят о том, что ваш сын, дочь попала в беду. Мы думали, что это уже давно ушло. С этого же начиналось, по сути. Да, с этого начиналось. Однако это имеет место быть. И вот на территории республики таких фактов зарегистрировано порядка 6. Сотрудники полиции сработали достаточно вовремя. И удалось нам задержать несколько, мы их называем дроперами. В 2 случаях нам удалось денежные средства перехватить, но в остальных случаях эти, опять же, дроперы уже успели денежные средства перечислить на другие счета за вычетом той суммы так называемого вознаграждения. То есть появилась уже терминология профессиональная для этих дроперов преступники? Конечно, да. А вы сказали, что удалось их задержать, а где они базируются? Это наши местные. Дело в том, что как вот сейчас подбирают, назовем, наверное, преступники подбирают своих подельников. Телеграм, различные группы, да, это в том числе и в сети, в Даркнете, да, предлагает работу. Работа, там, заработок определенный, там, под какие-то проценты, люди это ведутся. В конечном итоге они понимают о том, что они совершают противоправные проступки, да, но остановиться они уже не могут. Потому что легкие деньги. Потому что легкие деньги. Владимир Михайлович, хочу уточнить вот что. Мы говорили о том, что началось все это, по сути, с, так скажем, выманивания денег у пожилых людей. Вот какой сегодня средний портрет пострадавшего от действий мошенников? У нас средний портрет – это от 30 до 49 лет на сегодняшний день. То есть платежеспособное население? Абсолютно верно. Причем, я насколько еще знаю, география таких преступлений, она в основном базируется в крупных промышленных и столичных городах. То есть преступники знают про нас, кто мы, где мы, какой у нас возраст и буквально какой у нас доход.
Дело в том, что, вот, наверное, начиналось еще года 3-4 назад, очень были подвержены, конечно, Якутск, Ленск, Мирный, Неринг, то есть крупные промышленные города. Сейчас нет ни одного района в республике, в котором хотя бы один факт не был бы зарегистрирован. То есть практически везде. Да, основные мошенничества совершаются в отношении граждан, которые проживают в Якутске, Нерюнгри, Алдан, чуть поменьше Ленск и одно время было прямо повально, это Мирный. С учетом того, что мы проводим определенную профилактику, и мы, и правительство, и муниципалитеты нас поддерживают, процент вот таких вот преступлений, он по данным территориям, он снижался. Но потом, опять же, происходит, мы называем их как атака вот этих мошенников. И или, например, на Мирнинский район, или на Нерюнгринский, или на Якутск, как это традиционно, и мы фиксируем опять рост. А откуда преступники получают данные о том, что у меня есть на счету какие-то средства? Вот, допустим, мне звонят, хотя я соблюдаю вот эту самую цифровую гигиену, нигде свои личные данные не распространяю особо. С чего они взяли, что у меня есть суммы, которые им нужны? Вы знаете, преступники не знают, сколько денег у вас на счету. Они используют, они используют психологию, да. Владимир Михайлович, вы сказали, что раскрываемость подобных преступлений, она все еще тяжела для сотрудников безопасности. В чем сложность? Ну вот раскрываемость у нас в прошлом году составляла 26% или четверть от всех преступлений. Сложность раскрытия этих преступлений в первую очередь то, что преступники у нас пользуются средствами анонимизации, то есть скрывают свои и телефоны, и IP-адреса. Сейчас это у нас популярна социальная сеть Telegram, с которой можно убрать не только у звонившего, но и тому, кто звонит. Полностью все данные, кто звонил, когда звонил, при каких, и так далее. То есть это тоже осложняет. У человека никаких данных не остается, если он не сделал своевременно соответствующие скриншоты. И плюс преступники, как вы отметили, все-таки базируются рядом с нами. Если, насколько я понимаю, раньше они звонили откуда-то из либо с западной части нашей страны, либо с востока, либо вообще из-за рубежа. Нет, здесь нужно понимать и разделять по направлениям вот этих вот преступников. Есть преступники, которые выманивают денежные средства посредством телефонных звонков. Например, звонок сотрудника МВД, ФСБ, прокуратуры, безопасности банка, положите деньги на безопасный счет, возьмите кредит, тоже положите на безопасный счет. Это одно направление. Да? Второе направление, вот эти вот преступники, да, они базируются где-то далеко. Мы считаем, что это за рубежом. Почему? Потому что и мне в том числе несколько раз звонили, пытались втянуть в разговор. И, честно говоря, на подсознательном уровне вроде бы говорят по-русски, да, вроде бы, что вроде бы как бы наши россияне, да, но в то же время какой-то неуловимый то ли акцент, то ли интонация, то ли что-то, что выдает все-таки человека, который проживает не на территории России. Второе направление – это инвестиции. Нельзя сказать, что инвестиции в целом это плохо. Но в то же время люди должны понимать, вот мы говорим про цифровую гигиену, понимать, что такое инвестиции, куда ты инвестируешь эти денежные средства, и не инвестируешь ли ты их в один конец. Попытаться собрать как можно максимально больше данных про те сайты или про те компании, в которых ты собираешься инвестировать. Попытаться вывести денежные средства, не просто там 1000-2000, там, хотя бы если ты инвестировал там 100 тысяч. Выведи 10 тысяч, выведи 20 тысяч. Позволят ли тебе это сделать? Очень часто, что это уже непозволительно. Я просто говорю, для того, чтобы вы вывели деньги, вложите еще, вложите еще, вложите еще. Люди берут кредиты, вкладывают, в один прекрасный момент аккаунт закрывается, деньги якобы списываются. Ну и тот, кто вкладывал, остается полностью без денег. Во-первых, во-первых, без денег. Во-вторых, закредитован абсолютно. Это самая на сегодняшний день страшная беда для нашего населения. Почему? Потому что мошенники берут не только собственные деньги граждан, они заставляют их идти в банк, брать кредит и переводить им деньги. И человек остается и без денег, и еще с кредитом. Владимир Михайлович, вот хочу как специалисту задать вопрос. А нет ощущения, что это такая трехсторонняя проблема, и здесь диалог нужно вести как минимум еще и с банками, с операторами связи, потому что банкам же выгодно выдавать человеку кредит, даже если он его не будет выплачивать, потому что он потом накручивает себе проценты.
Вы знаете, невозврат кредита для банка — это такая же большая проблема, как и Отчасти. и для всех. Почему? Потому что и для нас в том числе потом это поднимается ставка по кредиту. Соответственно, то есть банк пытается покрыть свои расходы, соответственно. Вот. На разных площадках это на сегодняшний день обсуждается. Не позднее, как сегодня, этот вопрос будет обсуждаться в прокуратуре республики с приглашением председателя Национального банка по республике Саха-Якутия, других заинтересованных органов, в том числе и Ростелеком, и наши компании, которые осуществляют предоставление услуг сотовой связи. Я знаю о том, что в Государственной Думе сейчас обсуждаются те же самые вопросы, те же самые законопроекты. То есть это проблема на сегодняшний день в рамках Российской Федерации в целом. Ну и надеюсь, что вот эти эффективные профилактические меры, в том числе тот самый самозапрет на кредиты, которые, если не ошибаюсь, то ли со следующего года, то ли через несколько лет примут, они все-таки окажут свои меры уже в большей степени. Мы свои предложения внесли по профилактике данных видов преступлений. Надеюсь, что они найдут свое отражение также в тех же законах, которые будут в скором времени приняты. Владимир Михайлович, давайте в заключение что-нибудь посоветуем нашим телезрителям по соблюдению цифровой гигиены. Ну, во-первых, цифровая гигиена, она просто должна быть. Не просто это должны быть слова какие-то, что вот я соблюдаю цифровую гигиену. Необходимо менять как можно чаще пароли, которые стоят у вас на различных аккаунтах, в социальных сетях, на электронной почте. Разделять электронную почту, которая нужна для переписки, которая личная. Не отправлять каких-то фотографий, документов, опять же, по открытым каналам связи, по социальным сетям. Не пользоваться при пересылке такой информации открытыми или общедоступными сетями. При установке дома Wi-Fi менять предустановленный код, который стоит там, код и пароль, который установлен на самом роутере. Ставить двухфакторную аутентификацию при регистрации. Как это при регистрации в банках, да, в онлайн-банке, так и при регистрации на других каких-то ресурсах. Опять же, при утере, при смене сим-карты, то же самое, отключайте мобильный банк, потому что мы очень часто встречаемся о том, что человек не пользовался сим-картой, купил другую, через какой-то период времени он с удивлением узнает о том, что у него списаны деньги. А оказывается, его номер отдали другому человеку. Опять же, все это законно, другой человек подключил мобильный банк, увидел о том, что там есть денежные средства, и точно так же ими воспользовался. Да, это очень просто раскрывается, но деньги очень часто уже сложно догнать. Ну что ж, будем надеяться, что и те меры, которые принимает государство, и в том числе и те, о которых вы озвучили, сыграют свою роль. Владимир Михайлович, спасибо, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.